Пенсионная реформа набирает свои обороты. Изменился порядок подачи заявления застрахованных лиц. Новые рекорды угледобычи в Южной Якутии подвели итоги работы. И о рекордах спортивных, новости хоккейных баталий на Сахалине узнаем у наших корреспондентов. В эфире новости, в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, аккредитация журналистов для освещения этого мероприятия продлится с 15 по 17 февраля. Отвечая на вопрос, планируются ли видеопрезентации и во время этого выступления главы государства, как это было в прошлом году, представитель Кремля указал, что ведется подготовка в плане контентной работы. Смежные вопросы также сейчас решаются. По мере прояснения мы будем вас информировать, добавил он. Сам президент во время своих встреч с профессиональными сообществами в последние недели заявлял, что звучащие во время этих дискуссий предложения могут быть учтены при подготовке послания. В частности, такое замечание он сделал в среду на форуме «Деловой России». С этого года внесены изменения в негосударственной части пенсии. Изменился порядок подачи заявления застрахованных лиц, связанных с формированием накопительной пенсии. С 1 января текущего года застрахованные лица могут подать заявление о досрочном переходе из одного фонда в другой не позднее 1 декабря. Заявление можно подать через территориальный орган пенсионного фонда лично или через представителя, действующего на основании нотариально заверенной доверенности, либо в электронной форме через единый портал госуслуг. Этим же федеральным законом у нас введена новая форма уведомления. Это уведомление об отмене, об отказе, об отмене страховщика. Это уведомление подается застрахованным лицом в том случае, если застрахованное лицо хочет отказаться от предыдущего заявления о смене страховщика. Это уведомление подается у нас тоже сроком до 31 декабря текущего года. Угледобывающие предприятия Южной Якутии установили новый рекорд по добыче полезных ископаемых. Предприятия Южной Якутии добыли более 17 миллионов тонн угля, из них почти 12 миллионов тонн приходится на предприятия Мечела, Якутуголь и Эльга-Уголь, отметил вице-премьер Кирилл Бычков в ходе отчета правительства Якутии. Также был затронут вопрос строительства моста через реку Алдан к поселку Джибари-Кихая, где находится одноименный угольный разрез Якутугля. Наличие постоянной переправы позволит обеспечить ритмичность работы предприятия. Министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко ответил, что работа в этом направлении уже ведется. В сельском хозяйстве наступает пора отелов. Скоро подойдет посевная. Агропредприятие «Якокит», крупнейшее в Алданском районе, ежегодно наращивает производство на 5–10%. Сегодня аграрии поставляют на местные рынки порядка 10 видов молочной, мясной и овощной продукции. Планами фермеры поделились с нашими коллегами. Этим малышам почти месяц от роду. От мамы свинки их отняли неделю назад. Пока основу прикорма малюток составляет сыворотка – вкусная и полезная жидкость, остающаяся после отжима творога. Свиноводство для сельскохозяйственного кооператива «Якокит» – направление новое. Его развитие, впрочем, идет темпами интенсивными. Если весной 2018-го в хозяйстве насчитывалось 50 поросят, то сегодня поголовье превышает 70 свинок. Динамично развивающееся предприятие агропромышленное в селе Якокит. Оно очень плотно взаимодействует с Республикой Саха-Якутия, с Минсельхозом по поддержке своей деятельности. В прошлом году якокитские аграрии приступили к развитию овощеводства. Зимой 2018-го была запущена экспериментальная теплица, а всего в кооперативе их будет 3. Также фермеры планируют делать посадки в открытом грунте. Теплицы станут круглогодичными. Предполагается, что урожайность сможет покрыть потребности всего района в овощах. То свое даже местные наши идут сюда покупать. Едут с Куранаха. Они увозят в Алдан, там гатмахом забирают. Узнав, что это Якокит продает.
Сельхозкооператив образовался в 2009 году на базе бывшего совхоза. В качестве наследства фермерам достались 3 десятка изможденных полуголодных коров. Буренки и сегодня составляют основное направление в деятельности аграриев. За 10 лет поголовье увеличилось в 10 раз. Наступает пора отелов. К весне стадо станет больше на несколько десятков бычков и телочек. Абсолютно все молодые коровки, то есть от 3 лет, где-то 3-4 года в среднем у нас коровы. И то есть уже очень качественное у нас поголовье. И сейчас просто мы увеличиваем. То был у нас ремонтный молодняк, мы выращивали под замену. Сотрудники сельхозкооператива из сезона в сезон наращивают производство. С увеличением численности поголовья скота и расширением отрасли овощеводства возрастают объемы выпуска мяса, молока и овощей. Сегодня якокитские аграрии поставляют на местные рынки порядка 10 видов продукции. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алданский район, село Якокит. Сегодня 3-й день зимних игр Дети Азии в Южно-Сахалинске. А накануне сборная Сахалина по хоккею в первом матче уступила команде Японии. Вторая игра с Сибирью оказалась еще труднее. Подробности второго дня соревнований по хоккею в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Но хозяевам пришлось сражаться с одним из сильнейших соперников турнира. И уже на 8-й минуте сибиряки открыли счет. Всего в первом периоде у сибиряков 4 реализованных шайбы, поэтому понятен был их кураж во втором, который закончился со счетом 16-0. В середине третьего периода хозяевам все же удалось забить шайбу престижа. Сборная хозяйки игр команда Сахалина в групповом этапе потерпела второе поражение подряд. Если в первом матче с японцами бой был равный, матч закончился со счетом 3-2, то сегодня сибиряки разгромили их на голову. В итоге 21-1. Это поражение ставит под сомнение дальнейшую судьбу команды на играх. Стоит отметить, что за несколько минут до конца матча напряжение между командами переросло в драку. В следующем матче встретились сборные Японии и Дальнего Востока. В копилке команд по одной победе. В напряженной борьбе первую шайбу на свой счет записали россияне. Матч прошел за явным преимуществом Дальнего Востока. Лишь в середине второго периода японцы забросили 2 шайбы в ворота соперника. Но цифры на табло неумолимы – 12-2. Установка перед игрой идет о том, что вытащить из каждого игрока максимальное мастерство, то, что он умеет на данный момент, чтобы они росли как хоккеисты, как спортсмены. Самые серьезные соперники сейчас Сибирский федеральный округ, Уральский федеральный округ. Команда Уральского федерального округа в этот день тоже вышла на лед. В первом матче группы «Б» они встретились со сборной Казахстана. Уже в первом периоде сборная Урала забросила 2 шайбы и удержала свое преимущество. Контратаки Казахстана не дали результатов. Уральцы не останавливались до последнего и забили 4-ю шайбу за несколько мгновений до конца игры. Юрий Осипов, Семен Афанасьев, Дети Азии, Сахалин. Первым победителям зимних международных спортивных игр «Дети Азии» вручили медали. Медальная церемония прошла на главной площади Южно-Сахалинска, которая на время проведения игр преобразовалась в культурный парк. Награждения проводятся на следующий день после финальных соревнований. Они станут ярким завершением каждого соревновательного дня. Неотъемлемая часть всех церемоний – наградная группа. На первых зимних играх «Дети Азии» это 16 девушек-снегурочек, как успели их прозвать зрители и сами организаторы. Такое впечатление создают синие пальто и белые меховые шапки, которые шили специально к соревнованиям. Девушки-волонтеры все прошли отбор и обучение. Да, заранее я пришла просто волонтером, но потом начался отбор на наградную группу. И вот я решила стать наградной группой. Вообще это очень масштабное мероприятие для меня. Первое международное, где я участвую в качестве волонтера, поэтому это очень важно. Первыми комплекты медалей вручили лыжникам, сноубордистам и шорт-трекистам. Накануне в конькобежном спорте на дистанции 1500 метров безоговорочную победу одержали корейские спортсмены. Они собрали медали всех достоинств. У лыжников в спринте классическим стилем лучшим стал московский спортсмен Илья Трегубов. У девушек золото в копилку хозяев игр принесла сахалинка Анна Кожинова.
Сегодня в рамках первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» в Южно-Сахалинске состоится единственный концерт артистов из Якутии. Государственный театр малочисленных народов Севера «Гулун» под руководством заслуженного работника культуры Любови Никитиной и ансамбль народной музыки «Тетим» под руководством народных артистов Клавдии и Германа Хатылаевых представят этническую программу. Гости и жители Сахалина увидят эвенкские, юкагирские, чукотские, долганские номера, где национальный колорит, природная пластика, красота – все это передается посредством языка танца. А коллектив «Тетим» озвучит якутскую этномузыку с помощью духовых и ударных инструментов. Отметим, что свободные места в зрительном зале закончились задолго до концерта. Основные инструменты привезли, якутские вот традиционные, крымпа, тангсыр, и шумовые сексир, дяга, еще духовые еще, аян и ойду. Ну, на открытии было очень холодно, на репетиции, но мы все это выдержали и показали очень такой интересную программу. К этому часу пока все новости. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на Якутия 24.